tako bomo, fant moj. Vzemi si srčnega. S pisarjem se dogovori za belo pogajanje. Na srečanje vzemi podmazanega mlajšega pisarja, naše ranocelnike tudi pokliči na kraj. Gnilo pogodbo imate? Seveda. Kaj gledaš? Nisi še nikoli palil knjig. Pri nas gejo samo škodljive knjige. Ti pa sta po tvojem koristni? Ruska klasika je za državo koristna. Pripeljem pred njihovo upravo, bogato je opremljena. Pameti nimajo, veliko denarja pa toliko, da ga jim še skozi zadnjo plat ven leze. Kaj zdaj molčiš? Kaj pa naj bi rekel? Festival literatur sveta Fabula. V sodelovanju s Cankarjevim domom. Добрый день! Сегодня мы встречаемся в рамках литературного фестиваля «Фабула», одного из самых известных и знаменательных литературных фестивалей Словении. Встречаемся, правда, не в Словении, не в Любляне, как хотелось бы, а встречаемся в гостях у Владимира Сорокина, известного русского писателя, дома в Берлине. Владимир, мы сегодня поговорим с вами о будущем. Это главная тема фестиваля «Фабула». И поговорим о вашей книге, одной из самых ваших правительских книг «День опричника», которая переведена уже на многие языки и вот сейчас была опубликована в Словении. «День опричника» — это повесть, которая впервые увидела свет в 2006 году. И тогда она читалась, возможно, как острая злая сатира, как фантастическая сказка, как возможно, вероятно, но все-таки фантастическое будущее. Расскажу немножечко о себе, то, что я впервые ее читала в 2008 году, тогда я жила в Москве и очень часто ездила на дачу по Рублевскому шоссе, по Рублевому тракту, как вы написали в своей книге. И, конечно же, я замечала какие-то признаки, какие-то отличительные особенности настроения общества. Я могла заметить и опричников с мигалками, и какие-то высокие хоромы за высокими заборами, возможно, тоже в которых живут опричники. Вот. Но, тем не менее, тогда мне совсем не верилось, я не могла представить эту стену, русскую великую стену, которой огорожена Россия от остального мира. А вот сейчас, перечитывая в пятницу День опричника, не то что верится, кажется, что вот буквально месяц или два, и Великая Русская Стена вырастет как долгожданная зеленая трава. И кажется, что она вырастает такими быстрыми темпами, что все сбудется, как в вашей книге. И вот сейчас... Не дай бог. И вот тема литературного фестиваля «Фабула» звучит как «Будущее – привилегия». Будущее – это привилегия. И вот мой первый вопрос звучит так, вопросы. Что значит будущее – привилегия? В какое будущее верите вы? Будущее будет для людей с теми или иными привилегиями? В какое вот будущее верите вы? Ну, я верю в свое будущее. Ну, это единственное, что я могу. Да и то, собственно, я не всегда уверен в нем. Вот. А уж говорить о будущем Европы или России, это безответственно, как мне кажется. Вот. Но это, безусловно, это огромная тема. Вот. Я думаю, что не хватит одного фестиваля, безусловно. Вот. Но я бы все-таки, что ли, сосредоточился на чем-то. Да, потому что есть будущее
Европы, есть будущее России, да, и есть будущее Америки, например, или Китая, да. Вот, ну, коли мы говорим сейчас о дне Опричника. опричника, то это русская тема. Вот, и в России, на мой взгляд, произошла некая, ну что ли, релятивистская катастрофа в 20 веке. Ну, собственно, она была и антропологической, как сказал Бродский, собственно. Вот, произошел некий такой взрыв новой утопии, красной утопии, вот, и вся страна впала, собственно, в некий анейроид, да? Вот, и, собственно, началось как бы новое время, да, и, собственно, большевики прокламировали это именно как новое будущее, как опережение земного вот этого много тысячелетнего хода истории. Но, на мой взгляд, оказалось другое совсем. Ну, они затормозили время, и Россия выпала из мирового Хода вот этого времени, да. временного поля. Вот, на 70 лет практически она как бы остановилась. Вот. И ну, к счастью, это длилось не тысячи лет, как они хотели, собственно, да? Вот, а всего 70. Ну, а потом оказалось, что ну, нас ждут как бы в мире, где, собственно, где нас обогнали на 70 лет. И можем ли мы догнать? Да. И как бы нам сказали, догоняйте. Вот догоняйте. И в 90-е годы мы очень старались это сделать, но пришла реакция, собственно. И машину времени запустили опять, да, и сейчас мы опять, собственно, выпали из времени. Кто это сделал? Опричники. Ну вот я о них, собственно, и написал книгу. Вообще интересно, то есть я рассуждая, тоже читая про опричников, я поняла, что, возможно, опричнина — это и есть та самая причина, первая причина, из которой вышли все наши вот эти вот русские беды, кровавые вот эти революции, вот эта гражданская война. То есть, и у вас интересная цитата тоже.
в книге, что покуда жива опричнина, жива и Россия. Это они так думают, да. Да, очень, ну, есть ли надежда, что Россия, возможно, без этой опричнины, или это какая-то суть России? Это большая тема тоже. И мне кажется, что опричнина это очень глубокое, болезненное и страшное явление. Вот обратите внимание, что никто из наших бородатых великих писателей-классиков Не затронул ее, да. не описал ее полноценно. Ну, там был один роман, вот, но это мягкое прикосновение, такое soft. Вот. Это говорит о том, что это очень глубокая, вытесненная коллективная травма. Опричнина, ну, это некий яд такой, который Иван Грозный в XVI веке впрыснул в коллективное тело народное, собственно. И несмотря на то, что она была всего 7 лет на Руси, до 1572 года, после чего он, уничтожив всю верхушку опричнины, распустил ее, и под страхом смерти запретил упоминать это слово вообще. То есть это акт вот вытеснения травмы. Было и забыли, Да, вычеркнули. да. Но именно поэтому она жива и в нужные времена всплывает как такой зомби, да, поднимается и, собственно, наводит страшный опричный порядок. Это интересное замечание, как зомби. Да, это и есть, Восставшие. конечно, зомби. Да. И во времена Петра Первого, и во времена Сталина, собственно, эти зомби-опричники поднимались и творили черные дела. Собственно, их главная задача была при помощи террора сделать власть военным оккупационным режимом на этой огромной территории. То есть разделить народ и государство радикально, сделать власть непрозрачной, неподсудной и непонимаемой как таковой. Ну, то есть власть занимает место страшного бога такого, да?
Молоха, который абсолютно непредсказуем и непонимаем для населения. А вот этот яд опричнины, он разъедает тело нашего государства уже вот эти Века. 5 веков, да, можно сказать. Собственно, это очень болезненная тема для русских. И недаром она не освещена как следует в культуре. Да? И, ну, если вспомнить фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», там есть прикосновение, конечно, к этой теме, но фильм делался по методу социалистического реализма, конечно. Да? И это было такое подношение Сталину, который оправдывал, естественно, опричнину, потому что он ей наследовал, собственно. Вот. Так что пока это открытая тема, к сожалению. Как же ее переработать? Ну, какой-то вот сейчас, да, я прикоснулся как бы к ней, да, и когда написал, то рецензии были как бы, что вот это очередная как бы такая гротескная фантазия Сорокина, а в одной немецкой газете написали, ну, наверное, у автора было затяжное похмелье. Интересно. Вот, да, собственно, а потом шли годы, и как-то насмешки ушли, и стали говорить, что в общем... Что-то похоже. Да. И уже потом стали просто цитировать, но это стало общим местом, там вот, ну там... Я даже читала, что ходят слухи, что «День опричника» лежит любимая книга у многих чиновников и как руководство к действию, то есть это как конструкция. Буквально вот недавно тоже прочитала статью о том, что же сделал Сорокин. Он написал определенную инструкцию, по которой теперь чиновники читают и предвосхищают свои действия. Ну да, собственно, нет, ну, учитывая, что сейчас идет, собственно, нагромождение гротеска вообще в русской жизни, то я думаю, что им даже не нужно читать, собственно. Они это создают сами, собственно. И вот они питаются ядом опричнины. И это разрушает мозги, конечно, прежде всего. А если говорить о том, что у меня была вот эта вот идея Великой Русской Стены, дело в том, что все стены, как, ну, все вот эти железные занавесы, они сначала выстраиваются в мозгах, вот, а потом уже они и как бы то есть нужна сначала почва, да? на которой потом это все растет. Ну вот я просто задумывалась, что не была ли стена, вообще Великая Русская Стена, вообще всегда в России на самом деле. Просто в какие-то моменты она
может быть, ломается, ее начинают ремонтировать. В этот момент разворовывают кирпичи. Да, разворовывают кирпичи. Да. Люди вылезают на другой мир, посмотрят, и некоторые же в ужасе убегают и возвращаются, и начинают сами активно строить и воздвигать ее по-новому. Ну да. Но это вот идея, что мы окружены врагами, да, но она идет из еще советских времен, потому что Россия тогда действительно выпала из времени человечества, и это ее пугало и раздражало, конечно, людей, потому что, каждый, кто бывал на Западе или там покупал какие-то западные вещи, понимал, что они лучше, собственно, да, и что мы отстаем. Вот. И это вызывало ярость и желание еще сильнее огородиться. Ну вот интересно, что сейчас, я вот так как живу в Берлине, наблюдаю за настроениями людей. В связи с этой пандемией очень многие стали возвращаться, убегать в Россию. И читаю какие-то группки в Фейсбуке, в Телеграм-каналах создаются. То есть, в основном это, конечно, может быть и русские немцы, но и есть часть тех вот той иммиграции, которая переехала сюда еще в 90-е годы. И странные вещи говорят. Ну да, нет, такой надо делать поправку пошел все-таки на пандемию, да. Да, на пандемию и на то, что к сожалению, здесь провалилось как бы вакцинирование, и вот только-только оно сейчас налаживается. Мы еще поговорим, да, о пандемии, о нашем времени. Еще такой вот интересный вопрос у меня возник, что кто воздвигает стены? Европа не воздвигает ли, возможно, тоже определенные стены сейчас? Ну, она напугана просто Россией сейчас, безусловно, потому что вот эти вот последние события, разоблачения, там, обвинения в взрывах и там и до этого все эти захваты там соседних территорий, вот агрессивная политика, это все, конечно, напугало европейцев, и возможно, так сказать, и будут и внешние стены теперь возводиться, потому что, агрессивная политика, она рано или поздно вызывает ответную реакцию. А если у власти опричники, они не могут ничего предложить, кроме насилия и коррупции, собственно, да? Они не креативны вообще сами по себе. Наследуют свои методы традиционные. Да, конечно, так сказать. Они, собственно, могут лишь преследовать, карать, грабить, делить имущество, собственно. Но созидать что-то они не могут по определению. Такой вопрос про перевод. Меня тоже как автора очень интересует, что День опричника написан все-таки особым языком,
который наследует традиции русских народных сказок, там былин, классику русскую. Насколько можно точно передать, перевести его на другие языки, ну, вот в том числе вот на славянский. Как вообще вы контролируете этот перевод? Я читала недавно дневники жены Набокова, Веры. Оказывается, она просто влезала во все переводы. Она, не зная языков, она контролировала все. Ну, какие-то она не знала, хуже знала. Она знала хорошо французский, английский. Вот, и даже немецкий там, тоже она знала, кстати. Ну, я просто прочитала, что там итальянский, например, она контролировала полностью перевод, она не зная, она сидела со словарем, там, не доверяла переводчикам. Жена писателя это называется. Вот, да. как у вас этот процесс происходит? Ну, я... Опричник переведен на 30... На 30 дней. С чем-то, по-моему. Вот. Я, собственно... Я могу почитать по-английски, по-немецки, собственно, но я не знаю этих языков, я не носитель. И я, безусловно, служу как не носитель, собственно, но есть какие-то чувства. Естественно, я там вижу какие-то ошибки, если я говорю, но я все-таки доверяю переводчикам и со словарем не сижу. Я очень рад, что эта книжка вышла по-славянски. Недавно она вышла по-албански, на иврите. Вот. И, собственно, для меня это загадочный процесс перевода вообще, собственно, да, потому что, перевести слова можно, безусловно, но как ты переведешь контекст? Единственное, это, как мне кажется, все-таки европейцам эта тема более понятна, потому что, здесь были и средние века, собственно, и собственно, было насилие государственное, и там, и насилие феодалов, и, собственно, правителей. Вот. Так что эта тема понятна, я думаю. Но есть, конечно, специфика в русской опричнины. Вот. Немцам понятно, потому что у них был такой же, как бы, черный орден СС, собственно. Вот. Была своя стена. Да. Но ее возводили не они, кстати. Вот. Хорошо. Тогда можно будет перейти, может быть, к текущему времени, к пандемии. Интересно, как она повлияла, пандемия, это, в принципе, на вашу жизнь, на вашу творческую жизнь. Как вам писалось во время изоляции, пандемии? Вы знаете, если писатель пишет что-то, то он волей-неволей оказывается в как бы пандемическом состоянии. И у нас, у каждого есть свой карантин, как бы. Я за прошлый год написал
большой роман «Доктор Гарин». Это продолжение «Метели». Вот, собственно, этим я как-то и спасся от, так сказать, и от пандемии, и от изоляции. Но, безусловно, это напасть, которая послана, собственно, человечеству, она не случайно, как мне кажется, это есть повод нам задуматься и слегка притормозить, как бы, да, потому что, человечество очень ускорилось во всем, и в таких областях, как этика, мораль, вот, оно стало очень поверхностным из-за этого. Ну или там... Слишком много потребления. Да. Или там, созерцание, например, или там отношение к вечным ценностям, к культуре. И есть повод задуматься просто. И, собственно, конечно, о смысле человеческой жизни, собственно, да, вот, куда, собственно, торопиться, собственно, и ради чего так булимически потреблять все, да? Вот у Толстого был такой рассказ «Много ли человеку земли нужно?» Да? Вот. Много ли вещей нужно? Действительно, да. Да. Сейчас в Берлине, чтобы пойти в магазин, нужно сделать очень много действий. Записаться на прием, сделать тест. И, конечно же, думаю, что действительно. Чтобы купить майку, да. Чтобы купить носки, майку, да. Да. А нужны ли они? Вот вопрос, да, так сказать, а может быть... Чтобы потратить полдня. Не выбрасывать старые просто. Да. Нет, очень многие, кстати, люди, во-первых, они побежали сейчас от центра к краю. К деревне. Да. А раньше было наоборот, собственно, там города, мегаполис. Вот. И это очень радует меня, потому что, как-то природа нас учит и воспитывает, безусловно. Я надеюсь, что после ковида человечество поумнеет, как бы, и станет более внимательным хотя бы. А не озлобятся ли? Потому что какие-то моменты очень пугают, что какое-то идет вот раслоение, разложение общества. Тоже если отсылаться даже к вашему дню опричника, то какой-то распад общества, раскол есть. По каким-то таким мелочным, пустяковым вообще абсолютно поводам, да, там люди начинают воевать, кто за прививки, кто против масок. Какой-то сюрреализм происходит определенный. И это, конечно, с одной стороны, человечество, может быть, и очистится, с другой стороны, может быть, и другое мнение, что увязнет в каких-то вот этих вот мелких конфликтах и пойдет раскол дальше. Я не думаю все-таки, я не думаю. Ну, так вы оптимист. Я пессимистический оптимист. Всегда, собственно. Нет, мне кажется, что в этом году, наверное, все-таки вирус... Победим. Да. Победим и начнем двигаться дальше, но медленнее, осторожнее и внимательнее к себе.
А как вот литература? То есть пандемия повлияла, конечно, не самые легкие времена для театров, для концертов, для театров. То, в принципе, для литературы это может быть и неплохое время, потому что писатели замкнутые, люди в изоляции так и пишут, и люди в изоляции читают, то есть... И покупают, кстати. Покупают, да. И вот... Книжный открытый единственный. Да, собственно, и за 2020 год продажи электронных книг выросли вдвое, кстати. Электронных. Да, да. Вот. Ну да, собственно, а чем заниматься еще, да? Ну вот чтение и сериалы, да, собственно, ну, музыка. И это единственное спасение, потому что, ну, не только алкоголь все-таки спасает. А будет ли всплеск, может быть, какой-то в литературе, как это обычно бывает при каких-то кризисных ситуациях, да, там в начале 20 века в России был, ну, да. Появилось только... Я думаю, что будет чуть попозже, потому что надо... Осмыслить. Да, это переварить, собственно, и осознать по-новому, собственно. Вот. Для этого надо, чтобы все-таки ковид ушел, вот, и о нем задумаются тогда. И напишут, да. Напишут великие романы о любви во время ковида. Во время чему, да? Кого вы вообще читаете современных авторов, за кем вы следите? Ой, хороший вопрос. Но... Следите ли вообще? Читаете ли? Учитывая, что я год как бы много работал над собственной вещью, я слежу, конечно, и я жду все время новых литературных звезд, но их пока нет как-то, да, вот. Но мне там интересно, что пишет Джонатан Литл, ну, или там... Франзен, может быть. Да, конечно, или там Кристиан Крахт, вот. Но как-то хочется молодых звезд, но их нет пока. Может быть, вот пандемия как-то их поднимет, собственно, на небосклон. Посмотрим. Я очень хочу потрясений литературы, потому что я люблю все-таки литературу, которая потрясает прежде всего. Но это редкий зверь. Редкое явление. Редкий зверь, конечно. Редкий зверь. А если так вот, может быть, пафосный немножко вопрос вообще-то. Возможно вообще будущее без литературы? Ну, такой какой-то философско-пафосный вопрос, но так как все равно, скажем, я так наблюдаю за поколением своей там дочки, подростков, да, то есть они, конечно, не уверены, что они начнут читать, и процент читающих детей как-то все уменьшается. Я бы не сказал. Такое вот я вот ощущение. Сужу по моим, собственно, там по молодежи. Как всегда, это да? очень много это читают, было... на самом деле. Потому что уже есть как бы некая усталость и оскомина от визуальных практик, да, и ну как бы смотреть
сериалы хорошо, но они, конечно же, поверхностные вот, по сравнению с глубиной книг, да. Вот. И там так медленно течет время, да. Вот. Умрет ли литература? Ну, я думаю, что как только умрет последний читатель, потом, даже если мир перейдет на одни сериалы, то сценаристы-то, в общем, нужны будут. Они же Ну да, кто пишут, пишет писатели сценарий. все-таки это. Вот. И мне кажется, что и разговоры о том, что вот умрет бумажная книга, это нонсенс. Все потому, что есть особый кайф в как бы Чтение бумаги, в как бы конечно. этой вещи, да, собственно. Вот, ну, Запахи. ну да, собственно, я вот очень хорошо помню, как я там в 1972 году, вот, я получил Лолиту, изданную в Штатах. Вот, ее так раскрыл и понюхал эту бумагу. Вот. Невозможно понюхать электронную книгу, да. На нее не поставишь чайник там, не обольешь ее вином, ну, Следов не чтобы это оставишь. осталось, да, или там слезами. Вот. И, собственно, есть много тактильных прелестей еще, конечно, в книге. Вот. И я думаю, что она не уйдет. Возможно, ее как бы поле сузится, и они будут дорогими и очень хорошо изданными. Вот, ну там под ретро-книги, например, под книги там средневековые, например. Но она не умрет окончательно. Я тоже надеюсь. Мне хочется I hope so, да. Я просто тоже собрала литературу, сколько я живу, 6 лет в Берлине, и теперь у меня больше литературы, чем в Москве. А почему? Потому что идешь по улице, есть вот эти вот здесь будки с книжными деревьями, и там стоят книги русские часто, кто-то выкидывает прямо вот коробками. Я это все тащу, потому что не могу. Ну да. Меня так стрессает, да. А электронная книга может разрядиться, электричество может. Вот еще, конечно, да. Потому что если, ну, какая-нибудь катастрофа новая да, случится, и что вообразить, тогда? что нет электричества, все, собственно, ну как, и сериалов не будет тогда. А, собственно, ну, а это будет. Еще, может быть, такой глупый вопрос, но очень интересно. А вот как вы пишете за столом, на диване? У каждого какое-то свое место есть, может быть, вы обдумываете сначала там в подробностях, составляете план. Ну, это такой вопрос для молодых писателей в Словении, который, может быть, интересно там. Насколько важна дисциплина? То есть такой вот ваш вот быт писателя. Как Я он встаю в происходит? 6 утра. Да? Нет. Ну, многие так это. Нет. Я читала, что. Нет. Это очень личный психосоматический процесс. И, собственно, есть люди, которые пишут сутки напролет, а потом падают в изнеможение. Есть кто
Бережет свои силы. Пишет, обняв бутылку, да. Вот. Кто, собственно, пишет как монах, аскет. Это очень телесное дело, собственно. Я, работаю обычно, если пишется роман большой, то стараюсь работать каждый день, но с утра и до ланча, собственно, где-то до часа. И если даже очень хочется дальше, я торможу себя, вот, чтобы с новой силой и с новым желанием работать завтра. Это мой ритм. Но это не значит, что так все пишут. Собственно. Да, понятно. Каждый день. Каждый день там, с перерывом на воскресенье. Все-таки это. Вот я запомнила, что, по-моему, в прошлый раз, как-то мне так отложилось в памяти, вы сказали, что, когда мы встречались тогда случайно, что вы не пишете летом, что летом нужно отдыхать, что вы пишете в основном зимой. Мешает многое просто. Мешает? Солнце, птицы. Да, собственно, это вид жизни такая, да, и это... Кстати, интересно, может быть, поэтому писателям легче переносить эту изоляцию, потому что легче сосредоточиться, ничего не отвлекает. Да, конечно. Что эта пандемия, например, как бы для писателей в чем-то плюс, в том, что ничто не отвлекает, а то концерты, какие-то мероприятия. Да. В общем, главное, чтобы писалось. Вот. Потому что если вот не пишется, то да. Но надо уметь и не писать, и держать паузу там несколько лет, например. Надо чем-то заниматься. Я там вот занимаюсь живописью, например. Написал 40 работ, посвященных Достоевскому. Вот, собственно, если не пишется проза, потом опять. Для меня, конечно, ад, если надо там каждый год выдавать по роману. Это лучше повеситься просто. Вот. Но так работают многие. Это их модус вивенди. Тогда последний вопрос уже. По поводу славянских народов. Как вы думаете, есть какая-то вот общая, если так охарактеризовать славянские народы, так как мы сейчас встречаемся в рамках международного литературного фестиваля в Словении, то, может быть, есть какие-то общие черты, присущие всем славянским народам? Может быть, вы наблюдали какие-то... В 21 веке, конечно, об этом очень сложно говорить, потому что все так перемешалось, и мир настолько глобализировался и унифицировался, да, что, собственно, все люди уже везде одинаково одеваются, едят одинаковую пищу, слушают одинаковую музыку. Вот. Сложно говорить об этом на самом деле. Читают День опричника. Да.
Вот, но я думаю, что что-то есть есть общее, наверное, в кулинарии скорее, чем В кулинарии. да, чем в культуре. Мгм. Вообще, если народы как-то и хранят, ну, нечто Мгм. сокровенное, то это праздничные блюда. Вот, собственно, ими они и вложились как бы в мировой гастрономический язык, собственно, да. Вот, и я бы очень хотел посетить Словению и попробовать на язык вот их вклад в мировую кулинарию. Собственно, почему это так важно? Потому что при помощи еды люди, собственно, познают мир и познают культуру, Мгм. прежде всего. И мы можем ее познавать и через литературу, там, но Более сложный процесс. можем и через, ну, там, и через гуляш, и через спагетти, и через русскую закуску, и там украинский борщ. Вот это пока, собственно, глобализация, по-моему, не унифицировала все-таки. В общем, бон аппетит. Спасибо. Ugašanje zvest ni enako kot lizati med, rad pouči naš ata. In to drži. Pomembno je to delo, državotvorno. To, da zahteva spretnost in poseben pristop. Umska zadeva je to povedano preprosto. Zato potrebuje umne izvrševalce. Vsakokrat je treba kaj izumiti ali se izmisliti. To ni enako kot požiganje zemskih pristav. Tako se je obrnilo, da se spet vozim v center. Spet se vozim po prepolni Jakimanski, spet po rdečem pasu. Zapeljem na kamniti most. Sonce je pogledalo izza zimskih oblakov, osvetlilo je Kremelj in je zasijal. Krasno je, da je že 12 let, odkar se je oblekel v belo. In namesto satanskih pentaklov se na stolpih lesketa pozlata državnih dvoglavih orlov. Čudovit je Kremelj ob jasnem vremenu. Oddaja nekakšen si. Dvorec ruske oblasti slepi tako, da ti povsem prevzame duha. Kakor posute sladkornim prahom se belijo kremeljske stene in stolpi, žari pozlata na kupolah, kakor puščica se dviguje v nebo zvonik Ivana Klimakosa, kakor strogi stražarji stojijo modrikaste jelke, svobodno in ponosno plapola ruska zastava. Tu, za belimi stenami, oslepljujočimi in nazobčanimi, se skriva srce ruske dežele, državni prestol, sredotočje in središče cele mamice Rusije. Za kremeljski sladkor, za državne orle, za zastavo, za relikvije ruskih vladarjev položenih k večnemu počitku v Arhangelski cerkvi, za Rjurikov meč, za Monomahovo čepico, za carja topov, za carja zvonov, za tlakovce Rdečega trga, za cerkev Marijinega vnebovzetja, za kremeljske stolpe nam ni žal oddati niti lastnega življenja. Za vladarja našega pa nam ne bi bilo težko oddati niti drugega življenja. Ob tem se mi naberejo solze. Zavijem na Vozdvižensko, zmoti me mobilnik s 3 udarci biča.
Poveljnik odreda Naši gredo poroča, da je pri njih vse pripravljeno za ugašanje. Rad bi samo uskladil podrobnosti, pretresel zadevo, premozgal, pretuhtal. Ni prepričan, da bo kos, kar je razumljivo. Prav zaradi tega se tudi vozim k tebi, bučman. Temu odredu poveljuje grof Uhov iz notranjega kroga, sicer pa so podrejeni neposredno vladarju. Njihovo polno ime zveni takole: Naši gredo v boj proti nasprotnikom ruske države. Ti fantje so mladi, gorečni, ustreznih nazorov, le nekaj nadzora potrebujejo. Ker so imeli od vsega začetka nekaj težav s poveljstvom. S pametnimi ni nikoli sreče, pa čeprav se ubiješ. Vladar vsako leto zamenja njihovega poveljnika, koristi od njega pa ni nikoli nobene. Mistika. V opričnini temu biču za ljudstvo pravimo plazilski. No, nič takega, jim bomo že pomagali. Podelili jim bomo svoje izkušnje, ne bo prvič. Pripeljem pred njihovo upravo, bogato je opremljena. Pameti nimajo veliko, denarja pa toliko, da ga jim še skozi zadnjo plat ven leze. Preseneti me rdeči klic po mobilniku. Pomembna zadeva. Ata. Komjaga, kje si? Pri plazilskih, Ata. Pusti jih k vragu, piči v Orenburg. Tam so se naši prijeli s cariniki. Ata. To je skrb levega krila, jaz se s takimi zadevami ne ubadam več. Čapiš pokopava svoja mater, Sivi in Vosek sta v Kremlju na sestanku z grofom Saveljevom, Butec Samosja pa se je na Ostoženski zabil v nekoga od strelcev. Tako torej. In Baldohaj na službeni poti je v Amsterdamu. Komjaga, živo, odpeli se tja, dokler nas ne nategnejo. Saj si delal na carini, poznaš njihove kuhinje. Tam je komad, okrog 100 000, zadeva s težo, če se zalomi, ti ne bomo odpustili. Cariniki so zadnji mesec tako ali tako predrzni. Uredi zadevo. Beseda in dejanje, Ata. Orenburg. To pomeni cesto. S cesto pa niso heci. Za njo se je treba bojevati do krvi. Kličem plazilske, do večera jim dam prosto. Do ječanja bom nazaj. Zapeljem na bulvarje. Spet čez kameni most na podzemsko Kaluško 2. Široka je, gladka. Pospešim na 260 vrst na uro in čez 18 minut sem že blizu letališča Vnukovo. Svoj merdžo pustim na državnem parkirišču, nato stopim v stavbo letališča. Pričaka me dekle v modri Aeroflotovi uniformi z našitki, srebrnimi vezeninami, v škornjih in belih usnjenih rokavicah ter me povabi v varni koridor. Desno roko položim k steklenemu kvadratu. V zraku, odišavljenem z borovo smolo, se pojavi celo moje življenje. Letnica rojstva, naziv, prebivališče, socialni status, seznam navad, telesnih in značajskih posebnosti, torej materina znamenja, bolezni, psihosomatika, jedro značaja, preference, predsodki, obseg udov in organov. Dekle tako zre v duševnost mojo in pa tudi telesnost, presoja, primerja, vsem preglednost, pravi naš vladar. In hvala Bogu, saj smo v svoji domovini. Česa naj se sramujemo? Kam izvolite poleteti, gospod opričnik? Vpraša zaposlena. Orenburg, odgovorim. 1. razred. Vaše letalo bo vzletelo čez 21 minut. Cena vozovnice je 12 rubljev. Let traja 50 minut. Način plačila? Gotovina. Mi zdaj vselej in vedno plačujemo samo s pravimi kovanci. Katere vrste? Drugega kovanja. Čudovito. Pripravi mi vozovnico, tako da s svetlečimi se rokavicami mesi zrak. Sežem za denarjem. Za zlato desetico z blagorodnim vladarjevim profilom in 2 kovancema po rubelj. Izginejo v steni mat odtenka. Izvolite. Se prikloni in me povabi v čakalnico za potnike v 1. razredu. Stopim naprej. Tam je že človek v beli kavkaški kučmi in beli kozaški uniformi, ki z nizkim priklonom sprejema vrhnja oblačila. Predam mu črni kaftan in čepico. V prostorni čakalnici 1. razreda je malo ljudi. 2 družini bogato oblečenih Kazahov, 4 tihi Evropejci, stari Kitajec z dečkom, dedni plemič s 3 slugami, neka osamljena dama in 2 glasna, nekoliko opita trgovca. Z izjemo dame in Kitajcev vsi nekaj jedo. Krčma je tu dobra.
Dobro vem, ker sem jo večkrat preizkusil. Po zlatih kečigah se ti zmeraj zahoče kaj za podzob. Prisedem k eni izmed miz. V hipu se pojavi prosojni stržaj, ki je videti, kakor da je prišel iz Gogoljevih nesmrtnih strani, polnih lic z rdečimi ustnicami, kodroglav, nasmejan. S čim lahko postrežem? Bratec, prinesi mi pijače, prigrizka k njej, nato pa nekaj lahke jedače. Ržena vodka z zlatim in srebrnim peskom, šanghajski jesetrov kaviar, tajvanski sušeni jesetrov hrbet, vložene lisičke, smetano, govej aspik, smuč v želatini po moskovsko, guandoška šunka. Prinesi mi srebrno rž, lisičke v kisli smetani in aspik. S čim me boš pa nasitil? Juha iz kečik, moskovski boršč, raca z repo, zajec z rezanci, postrv pod peko, pečena govedina s krompirjem. Ribjo juho in kozarec sladkega kvasa. Zahvaljujem se. Prosojni se razblini. Z njim bi se lahko pogovoril čisto o vsem. Še o Saturnovih satelitih. Spomin ima načeloma neskončen. Nekoč sem v Pitu vprašal nekega prosojnega za formulo živih vlaken in povedal jo je. Nato pa je podrobno opisal tehnološki proces za njihovo proizvodnjo. Ko ga naš Ata malce srkne, prosojnim rad postavlja eno samo vprašanje. Koliko časa je ostalo do eksplozije Sonca? Odgovorijo do leta natančno. Toda zdaj ni čas za predrznost, pa še lačen sem. Naročilo se v hipu pojavi iz mize. Tako priročne mize imajo tu. Vodke vselej postrežejo celo karafo. Zvrnem frakelj in takoj na to pospravim vložene lisičke s smetano. Boljše stvari, kot je ta prigrizek, si človeštvo še ni izmislilo. Celo pestunjine kumarice v slanici se skrijejo pred tem. Pomažem kos vrhunskega aspika z gorčico, na dušek spijem še kozarec sladkastega kvasa, nato pa se lotim ribje juhe. To je treba vselej jesti počasi. Med jedjo pogledujem na vse strani. Trgovca pospravljata že drugo karafo. Nekaj blebetata o magnetnih ločevalnikih 3. stopnje in 100 konskih parakletih, ki sta jih nabavila v Moskvi. Evropejci se komaj slišno pogovarjajo v angleščini. Kazahi ropotajo po svoje, medtem pa goltajo pecivo in srebajo čaj. Kitajec in deček žvečita nekaj reči iz svojih vrečk. Dama odsotno kadi. Ko pospravim juho, prosim za skodelico turške kave, poiščem cigarete in prižgem. Pokličem naše na cesti. Moram priti na tekoče s potekom zadev. Pojavi se Potrohov obraz. Mobilnik nastavim na tajni klic. Potroha hitro poroča. 12 priklopnikov, visoka moda, Šanghaj, Tirana. Priredili smo jim malo zabavo, zaustavili smo jih takoj za vrati. Odpeljali smo jih na pregled vzorcev, zavarovalničarji pa so se uprli. Plačali so jim po starem nalogu in zdaj nočejo spraviti skupaj nove pogodbe. Pritisnili smo s posredovanjem zbornice, a njihov načelnik pravi, da imajo s temi trgovci svoje interese, da je tam mokra prošnja. Mi pa smo se potem spet obrnili k carinikom, ti pa si delijo posel s temi. Glavni bo opustil zadevo, pisar se je spreobrnil, skratka, čez 2 uri jih bodo izpustili. Razumem, mu odgovorim in se zamislim. V takih primerih je treba dobro šahirati in načrtovati daleč naprej. Zadeva ni preprosta, a se jo da obrniti. Sodeč po tem, da se je pisar iz carinske zbornice spreobrnil, njihov prehod pohrivajo vplivni. Pogodbo pa so zamenjali z novo, takoj zamejnim prehodom. To pomeni, da so šli mimo Kazahov čisti. Jasno je, cariniki so se zaprli, da bi se lahko nasmihali na zahodnih vratih. Od sebe bodo dali drugo pogodbo, plačali bodo vse črno na belem, potem bodo uničili zavarovalne dokumente, zahodni pisarji pa bodo sestavili akt v 4 urah, potem bodo skarili krta, podpisali bodo čisto pogodbo in 12 priklopnikov visoke mode bo odplavalo v albansko Tirano. Cariniki pa nam bodo speljali še en posel. Premišljujem. Potroha čaka. Tako bomo, fant moj. Vzemi si srčnega. S pisarjem se dogovori za belo pogajanje, na srečanje vzemi podmazanega mlajšega pisarja, naše ranocelnike tudi pokliči na kraj. Gnilo pogodbo imate? Seveda. Za kdaj naj skličem srečanje? Pogledam na uro. Čez 1,5 ure. Velja. Pisarju pa povej, da zadevo jaz imam. Dobro. Odložim mobilnik. Pogasim cigareto.
antiutopije kot literarni žanr morda prav vse, in to jim pogosto tudi učitajo teoretiki, morda trpijo zaradi neke določene, kako bi temu rekli, konceptualne nenatančnosti, analitične nenatančnosti v odnosu do analize družbe. Zelo močni so počasih na jezikovni ravni in prav tu je bilo pasti pri Sorokinu neizmerno veliko. Poigraval se je na skoraj da vseh ravneh z jezikom, od določene vrste arhaizacije do seveda novoreka, do izumljanja novih terminov za futuristične elemente te zgodbe, tako da bi vse skupaj strnila svojo izkušnjo na nek morda neprijeten, pa ustvarjalno zelo močen način. In sicer, da sem na vsakem koraku občutila neizmerno prevajalsko grozo. Lahko bi mi zdrsnilo, po vsej verjetnosti tudi je, ampak recimo, da je na koncu nastala celota, ki morda stoji. Čeprav morda res ni pospremljen z močnim razlagalnim aparatom, je bila strategija tega prevoda taka, da z ohranjanjem tujosti, s potujevanjem, morda tudi na jezikovni ravni, ustvarja tkivo in bralsko izkušnjo, ki zna biti zahtevna, ampak prav zato verjamem in upam, da veliko da. Ruska kultura, neizmerna kot je, ima tudi svoje omejitve. Najbolj zanimivo se mi pa zdi to, da je še vedno lahko zelo močno orodje, doživljam ga celo močnejše kot morda angleščino, močno orodje za vstop v različne kulture, manjše kulture, bolj nenavadne avtorje, tiste, ki niso vedno v ospredju, in zelo močno spoznavno orodje. Prispeli smo k Praskovji Mamontovni. Tu bi moj Merdžo že zdavnaj odpovedal. Vepru ni pa nič. Rije kitajski merjasec po ruski zemlji. Vsi vedeževalkini bližnji stražarji so Kitajci. Mojstri kung fuja. Pozdravljen, Golob. Pozdravljena, Praskovja Mamontovna. Si priletel. Priletel sem, Praskovja Mamontovna. Spet zaradi iste stare zadeve. Prav zaradi nje. Stara je kakor kamen sred vode. Ribe poplesujejo okrog tega kamna, zgoraj pa nebeške ptice letajo. Na belem zraku se igrajo.
ptice drobne, ljudem podobne. Ljudje se vrtijo, nazaj pa se ne vrnejo. Žive bogato, toda blebetajo slabo in robato. Razporejajo se vrste, a pokopljajo jih krste. V zemljo odhajajo, iz žensk se pojavljajo. Si spet prinesel lase? Sem Praskovja Mamontovna. In srajco? Spodnjo srajco sem prinesel Praskovja Mamontovna. Kaj gledaš? Nisi še nikoli palil knjig. Pri nas žgejo samo škodljive knjige. Ti pa sta po tvojem koristni? Ruska klasika je za državo koristna. Golob, knjige bi morale biti samo strokovne. O tesarstvu, o pečarstvu, o gradbeništvu, o livarstvu in o mizarstvu. Kaj zdaj molčiš? Kaj pa naj bi rekel? Ja no, povej no, kaj se dogaja v Moskvi. V Moskvi ljudje živijo v blagostanju. Protestov ni. Gradijo podzemno traso od Ceveljevske... Koliko jih je bilo ubitih danes? Uničili smo enega plemiča. Uničili ste enega, a izgnali ste jih 10. Kri se s krvjo nikoli ne pokrije. Kri se na krvi zapre. Vladar vaš je bela breza. Na brezi tej je suha veja. In na tej veji jastreb čepi. Živo veverico kljuje. Veverica škrta z zobmi. Če prisluhneš čistim ušesom, lahko razločiš 2 besedi. Ključ in vzhod. Razumeš, golob? Misli, kaj se mora umestiti med ti 2 besedi. Razumem, Praskovja Mamontovna. Morda... duplo. Tvoj me žalosti, golob. Ni duplo, temveč Rusija. No, povej zdaj o svoji zadevi. Ime? Mihajl. Posodo? Pritisni se, prilepi se, prisuši se. Na vse veke večne srce dobrega junaka Mihajla k srcu prelestne device Tatjane. Pritisni se, prilepi se, prisuši se. Pritisni se, prilepi se, prisuši se. Povej svoji vladarici, da ji bo danes naprej Mihajlovo srce naklonjeno. Hvala, Praskovja Mamontovna. Denar bo kot običajno. Povej, naj mi ne pošilja več denarja. Kaj naj z njim? Hočem knjige. Svoje sem že vse spalila. Kakšne knjige pa? Ruske. Bi rad še zase zapiskal? Bi, Praskovja Mamontovna. Pri tebi je vse jasno, golob. Dekle je od tebe okroglo. Katera? Tista, ki s teboj živi pod isto streho. Rodila bo dečka. Naslednji teden se ti bo pokvaril avto. Nogo ti bodo preluknjali, levo. Dobil boš denar, nekaj malega. Nekdo te bo pogobcu.
kdo me bo? Ata. To je vse, golob. Zdaj se pa spelje. No, kaj bi še rad? Praskovja Mamontovna, kaj bo z Rusijo? Nič bo. Prokleta uš.